Здравствуйте, уважаемые журналисты. Жоғарғы кеңеш, чтобы привлечь к ответственности экс-президента, допускает массу нарушений Конституции и законов Кыргызской Республики. В этой связи мы хотели бы вас проинформировать, какие нормы Конституции и законов нарушают. Значит, первое. Они нарушают статью 28 Конституции, согласно которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Как вы знаете, экс-президент Алмазбек Атамбаев приобрел статус экс-президента 24 ноября 2017 года. Период действия закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, согласно которой не было предусмотрено привлечение к ответственности экс-президента. Парламент в этом году, 4 апреля, принял поправки к этому закону, предыдущему. Парламент установил ответственность для экс-президента после лишения статуса экс-президента. То есть, если по предыдущему закону не было ответственности для экс-президента, по новому закону появляется ответственность. Соответственно, эти поправки в соответствии с требованием Конституции Кыргызской Республики должны действовать на прошедшее время. Они должны не действовать на прошедшее время. То есть, обратную силу не должен иметь. Второе. Порядок и процедура осуществления полномочий Жоғарғы кеңешем определяется законом Кыргызской Республики о регламенте Жоғарғы кеңеша Кыргызской Республики. В регламенте Жоғарғы кеңеша Кыргызской Республики в настоящее время отсутствует процедуры лишения статуса экс-президента Кыргызской Республики. Прежде чем лишить статуса экс-президента, депутаты парламента должны вносить изменения или дополнения в регламент Жоғарғы кеңеша, где прописать порядок и процедуры осуществления полномочий Жоғарғы кеңеша. Кроме того, парламент начал создал комиссию по данному вопросу. При этом они начали применять процедуру отрешения от должности президента, прописанную в регламенте Жоғарғы кеңеша. А можно ли применить процедуру отрешения от должности президента к экс-президенту на лишение статуса экс-президента? Такого нормативного правового акта отсутствует в настоящее время. Либо парламент в любом случае должен был принять нормативный правовой акт в виде закона, хотя бы в виде постановления правительства, по которой можно было бы применить по аналогии процедуру отрешения от должности президента к процедуре лишения статуса экс-президента. Третье. Согласно статье 136 Закона о регламенте Жоғарғы кеңеша, представление депутатов о выдвижении обвинения должно содержать конкретные указания на признаки преступления. Однако мы до сих пор не знаем, какие депутаты подписали это представление о выдвижении обвинения и какие конкретные указания на признаки преступления имеются в самом представлении депутатов. В этой связи хотел бы отметить, согласно закону, подписавший представление, депутат не имеет права отозвать свою подпись. То есть
подписавший депутат должен осознать свою роль в этом процессе, а не потом говорить, что я не подписал, потом отзываю свою подпись. Потому что по этому вопросу в будущем история даст оценку каждому депутату. Четвертое. Согласно статье 28 Закона Кыргызской Республики о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, нормативные правовые акты включаются в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики в течение 7 рабочих дней со дня официального опубликования. Нормативный правовой акт, не включенный в Государственный реестр нормативных правовых актов, не имеет юридической силы. Это требование закона. В этой связи постановление Жоғарғы Кеңесі о создании специальной комиссии не имеет юридической силы на сегодняшний день, поскольку он не включен в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. Согласно части 4 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, официальное опубликование законов и иных нормативных правовых актов является обязательным условием их вступления в силу. Однако постановление Жоғарғы Кеңесі официально до сих пор не опубликовано. Мы сегодня получили, сегодняшний номер Эркинто, пятничный номер. В этом Эркинто до сих пор нет постановления Жоғарғы Кеңесі о создании специальной комиссии. Пятое. Согласно статье 33 Закона Кыргызской Республики о регламенте Жоғарғы Кеңесі Кыргызской Республики, при наличии конфликта интересов депутат до избрания состава комиссии обязан заявить самоотвод. Если в ходе работы комиссии у депутата возникнет конфликт интересов, он обязан подать председателю комиссии заявление о выходе из ее состава. Как мы видим, в состав комиссии вошли депутаты, которые имеют явные признаки конфликта интересов в отношениях с экс-президентом Атамбаевым. Это депутаты Мамытов, Исаев, Иманалиев, Рыспаев. То есть эти депутаты сами инициировали обвинения и сами дают оценку к этим обвинениям, находясь в составе комиссии. Как можно в этом случае надеяться на объективность, справедливость заключения комиссии? Да. Как вы знаете, Исаев, депутат, он был привлечен к ответственности, на него возбуждено уголовное дело, и это уголовное дело до сих пор не прекращено. Он находится под домашним арестом, Канат Исаев. Однако, что творится в парламенте, да? Канат Исаев выступает на трибуне парламента, при этом, если лидеру фракции дается максимум 10 минут для выступления, а человеку, находящемуся под следствием, при этом под домашним арестом, дается около 20 минут на трибуне парламента. Поэтому дайте свои оценки. Я думаю, народ видит все и даст в будущем свою оценку к этим депутатам. Спасибо. Все, да? Вы назовете все? Тогда следующее слово предоставляю Асель Суитбекевне. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые журналисты. То, что сегодня творится у нас в политическом пространстве, уже всем становится ясно, что единственная цель – это выбить из политического поля экс-президента Атамбаева. Потому что на сегодняшний день он единственный оппонент сегодняшней действующей власти. Сначала пытались, как вы знаете, это попытка рейдерского захвата нашей партии, и до сих пор эти процедуры идут, и до сих пор мы сейчас с этим стараемся в законодательном поле, да, бороться, но вы сами видите, что сейчас творится. И следующая попытка – это уже лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева.
Как Нурбек Айтиевич сказал, с самого начала создания вот этой депутатской комиссии было нарушением, определенные были нарушения, Нурбек Айтиевич всех их перечислил. Я хочу просто донести до вас информацию, что, как вы знаете, первоначально это рассмотрение идет в комитете. И когда рассматривал комитет по конституционному законодательству, это обращение депутатов, то есть членам комитета не были розданы копии этих обращений, да. Просто было зачитано, что ему предъявляют обвинения по 5 пунктам. И кто подписал это обвинение, тоже не было озвучено. Я вчера с утра официально обратилась в Конституционный комитет и к председателю комиссии, специальной депутатской комиссии Иманалиеву, о том, чтобы они предоставили нам эти материалы. Но на сегодняшний день ответов ни из комитета, ни из комиссии я не получила. Поэтому мы не знаем, кто подписал это обращение, да, и мы не знаем, в чем его обвиняют, потому что на комитете первоначально было озвучено, что в обращении указано по 5 признакам преступления, но сегодня уже вы видите в открытых источниках и в средствах массовой информации, сегодня их стало уже почему-то 9. Вот, поэтому я еще раз говорю, что нам изначально не был роздан материал, даже когда было вынесено на палату вопрос о создании депутатской комиссии, на мониторах тоже не было размещено ни само обращение депутатов, ни те пункты, по которым они предъявляют обвинение экс-президенту, и не фамилии тех депутатов, которые подписали это обращение. Поэтому изначально идет нарушение закона, и уже в ходе деятельности этой депутатской комиссии вы видите, что и по составу у нас есть вопросы, потому что складывается ощущение, что основными игроками комиссии являются те депутаты, у которых есть свои личные обиды для сведения счетов с экс-президентом. Те депутаты, которые Нурбек Айтиевич назвал, это основные игроки в сегодняшнем составе этой комиссии. Поэтому я думаю, что мы все понимаем, что сейчас делаются попытки любой ценой до того, как уйти депутатам на каникулы, лишить экс-президента статуса, экс-президента Атамбаева статуса экс-президента и привлечь его к уголовной ответственности. Сроки нарушаются, потому что мы, Нурбек Айтиевич потом скажет, мы просчитали, что это должно было занять не менее 2–2,5 месяцев. Но сегодня это идет очень быстрыми темпами, то есть уже за полмесяца, за 2 недели, да, практически вторая неделя, они уже практически большую часть работы сделали. Поэтому мы хотели сегодня, мы собрали эту пресс-конференцию, для чего? Мы хотели вам объяснить, что идет нарушение, причем массовое нарушение законов. В регламенте, Нурбек Айтиевич правильно сказал, в регламенте не прописана статья о лишении статуса экс-президента. Там есть статья 136 об отрешении действующего президента от должности. Конституционная палата, когда адвокат Ахтахунов обратился в Конституционную палату, они вынесли решение, что процедура лишения статуса экс-президента должна быть не менее сложной, чем процедура отрешения от должности действующего президента. И для того, чтобы, они бы начали рассматривать, мы понимаем, что, но для того, чтобы начать это рассматривать, надо было идти по закону, необходимо было внести в регламент статью, где должна была быть прописана эта норма. Но, к сожалению, сегодня они, на комитете я об этом тоже заявила, но они сказали, что раз есть решение Конституционной палаты о том, что процедура такая же должна быть, как от решения от должности, то есть они за основу взяли статью 136 регламента от решения от должности действующего президента. Поэтому я думаю, что все это изначально, я до этого тоже сказала, изначально все это идет с нарушением, и дальше все это продолжается с нарушением. Но я думаю, что
и это тоже все пройдет, потому что время не стоит на месте, и есть очень хорошая поговорка, да, все возвращается бумерангом, поэтому я думаю, что то, что они сейчас делают в отношении экс-президента, что когда-то это тоже обернется и против них самих. Спасибо, Светлана. Следующее слово, Евгения Юрьевна, вам. Уважаемые журналисты, граждане Кыргызстана, граждане своей страны должны четко получать и справедливую информацию, правдивую информацию. Они имеют на это полное право знать, что происходит в стране. Особенно той стране, которая дважды уже пережила две революции, которые были именно в авангарде этой революции шел народ, который хотел изменений в лучшую сторону. А самое главное, чтобы вся страна, не смотря кому как светит солнце, но жили по закону. Я понимаю, что сегодня у каждого своя правда. Но, вы знаете, если законодательный орган страны, и мы себя везде заявляем, что мы являемся парламентской республикой, но если законодательный орган страны, который принимает законы, законодательный орган страны, который должен контролировать исполнение законов, встречается с избирателями, с гражданами своей страны, и если все нарушения идут уже законодательного органа, то больше народу верить некому. Нету такого органа, потому что к нам, депутатам, идут очень много граждан с заявлениями, с жалобами, с обращениями на тот или другой орган власти. Потому что они знают, что вы принимаете законы, вы должны их контролировать. И на сегодняшний день я ответственно заявляю, что депутатский корпус полностью перешел в пространство интриг и защиты интересов президента и компании. Почему я об этом говорю открыто? То, что уже нарушены были, какие законы нарушались, сегодня наши юристы, вот до меня выступающие сказали буквально по статьям, что нельзя нарушать законы. Если вы хотите добиться лишения экс-президента всех его гарантий и привлечь к ответственности, хорошо, действуйте по закону. Но то, что сегодня творится, и то, что сегодня парламент является поводком, на поводке сегодня идет у аппарата президента, у президента. И сегодня я считаю, что эта специальная комиссия создана для того, чтобы быть такой дымовой завесой, отвлечь народ от того, что сегодня последние годы делают, не последние годы, а именно последнее время делают журналисты. Сегодня, к сожалению, не органы спецбезопасности, следствие, прокуратура, ГКНБ должны заниматься сегодня, кто расхищает. То есть они там ловят за 12 тысяч сомов, там поймали кого-то из райадминистрации и так далее, и вот трубят. А то, что какие деньги выводятся, я думаю, что, может быть, там сейчас идет расследование, половина правда, половина ложь или там что, но это же мы с вами все наблюдаем. Сегодня действительно журналисты занимаются расследованием, потому что больше не на кого надеяться. Генеральная прокуратура молчит. Мы заявляли о том, что Дамир Мусакеев сидит сегодня в СИЗО, но он показал все, по каким пунктам его обвиняют. И тогда журналисты провели флешмоб, и общественность обратились. Лада, сегодня теперь вы покажите. Братья Дженбековы, Матраимовы, покажите, как декларация ваше богатство. Нет, молчат. Прокуратура на все эти действия молчит. На выводы денег, которые заявили, молчит. Опять журналисты занимаются расследованием, журналисты там доходят материалы. Теперь между журналистами я тоже смотрю, что то все, понимаете, нарушение закона с высшего законодательного органа, если идет, все остальное пойдет противозаконие по всем отраслям, и среди журналистов начнется вот эта война компроматов. Кто больше добудет, кто про чего больше найдет каких-то компрометирующих материалов, либо все это запустит, так сказать, в пространство интриги. Поэтому я считаю, что парламент сегодня противовесом не стал президенту. Парламент должен был быть противовес. Оппозиции нет в парламенте.
Сегодня все играют под дудку Сооронбая Джейнбекова, президента, его братьев и клана Матраимовых. И противостоять мы сегодня, почему мы сегодня, мы должны противостоять. И сегодня, если народ не услышит голос оппозиции, это значит, можно считать, что провалены все реформы, которые до нас сделали, другие, ряд принципиальных журналистов, депутатов, экспертов. Мы не можем говорить, что мы развиваемся в демократическом таком направлении, и парламент является такой балансированной силой. Нет, вы же видите, не слышно голос депутатов, не слышно голос в парламенте. Идут массовые нарушения, парламент молчит. Прокурор, я вообще не знаю, где он, чем он занимается. Поэтому я хочу только единственное отметить, что на сегодняшний день парламент служит президенту, к сожалению, а не народу. И мы должны были сегодня об этом заявить. И по многим пунктам, хотя там эти пункты, я еще раз хочу сказать, это такая дымовая завеса, которую там вот решили, там, они могут еще 15, наверное, думать, чтобы еще придумать такого, чтобы еще привлечь экс-президента. Хотя по закону, Нурбек, да, по-моему, там только идет 2 пункта. Да, по изучению представления депутатов самих. Да. Да, представление только. Лишить неприкосновенности можно по 2 пунктам, это по узурпации власти, да? Там есть такое выражение узурпации власти, вот, которое они в парламенте выступали? Такого даже нет в законе, в кодексе нет даже такого выражения. Узурпация власти. А они кричали и кричат, то есть они играют на публику. Они играют на публику, понимаете? В законе, в кодексе не прописана узурпация власти. И какая может узурпация власти, если вторым лицом был при президенте Атамбаеве Турага по Конституции, Асылбек Джейнбеков. Потом в дальнейшем премьер-министром был Сооронбай Джейнбеков. Какая узурпация власти? Если они молча знали вот эти все нарушения, которых сегодня они в комиссии там перечисляют, и молчали, не предпринимали никаких действий, значит, соучастники. Сегодня я дополню. Сегодня происходит то же самое, что было при экс-президенте, то есть молчаливого согласия депутатов принимаются, да, законы, постановления. Сегодня депутаты теперь помогают узурпировать власть нынешнему президенту. Ведь в период президентства Алмазбека Шаршеновича у очень многих была возможность говорить ему, да, то, что творится, да, президенту тяжело, он не может за всем наблюдать и за всем смотреть, но у них была возможность, они заходили к нему, но у них была возможность ему говорить, что вот у вас здесь неправильно и здесь неправильно, но в то время они предпочли молчать об этом. А теперь, когда он стал экс-президентом, они все это вспомнили и начинают все теперь это поднимать. Неправильно. Депутаты сами принимали решения. Сегодня среди депутатского корпуса есть те, кто в тот период работал в органах исполнительной власти. Это и мэры городов, и губернаторы областей, и министры правительства Атамбаева. Почему они тогда не молчали? Не говорили. Не говорили об этом. А теперь они вот такой своей медвежьей услугой, то, что сегодня они, депутаты парламента, поддерживают молча все это, они помогают сегодня уже узурпировать власть нынешнему президенту. А завтра этот президент уйдет, придет другой президент, и он окажется в таком же положении, как экс-президент Атамбаев. Они все скажут, что их Джейнбеков заставил. И они будут жаловаться, что нам выкручивали руки, нас заставляли принимать эти решения. Конечно, это все впереди, я надеюсь, мы увидим это. Вот тогда надо вспомнить. Наверное, давайте не увидим этого, наверное, вот должно... Мы увидим это, да, скорее всего уже. Произойти должна смена вот, политиков, должны быть совсем новые люди, и Кыргызстану нужна иллюстрация, это вот однозначно, да? Следующее слово, Фарид Абдулович, вам. Сразу до микрофона, чтобы потом не забыл, оказывается, да. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы здесь попросили вас сегодня вновь собраться. И очень рады видеть вас в нашем офисе. Но мы хотели сказать, что, ну, во-первых,
Алмазбек Сарсенович Атамбаев, экс-президент Кыргызстана, не будет объектом такой безнаказанной, такой беззаконной травли. Он себя защитит. И он будет готов ответить на все вопросы, которые будут интересовать гражданское общество и соответствующие органы, но тогда, когда будет официальный документ. На сегодня, как мы поняли, официального документа, может, даже и не существует. Потому что вот вы, например, писали, вы брали сведения о обвинениях, которые в адрес Атамбаева выдвигаются, вы брали со слов устно, со слов Таланта Мамытова. Никакого документа не опубликовано, ни представления, которые давали эти 40 или 60 депутатов, ни перечня обвинений с реальными формулировками никто не видел. Есть он этот документ, нет документа, остается загадкой. Члены комитета, что рассматривали данный вопрос, не получили документ. Депутаты, которые сейчас рассматривают на специальной комиссии, не получили документ. Опять же устно. Опять Талант Мамытов выступил и опять что-то сказал там. То есть о чем говорит? Значит, у них нет готового документа, у них нет реальных формулировок, и они готовы, они хотят опять фальсифицировать, то есть снова будут потом менять формулировки. Почему? Потому что, вот как Нурбек Атич сказал, после подписания этого представления депутат не имеет права отозвать свою подпись. То есть уже идет нарушение. Вот на это мы хотели обратить внимание. Но Атамбаев будет бороться всеми законными средствами, спокойно, твердо, но он докажет, что все это, творящееся вокруг его имени сегодня, это беспредел и беззаконие. Заказ. Второе. Дело не в Атамбаеве. Дело в том, что он сегодня единственный политик, который мешает установлению безраздельного господства нового режима. Режима Джейнбековых или режима Матраимовых. Этот вопрос надо еще исследовать. Почему? Потому что, я надеюсь, журналисты увидели вот все-таки, насколько в Сооронбай Шариповиче могут уживаться два совершенно противоположных лица. Человек, который призывает бороться с коррупцией, объявляет беспощадную борьбу с коррупцией, и человек, который откровенно покровительствует Матраимову, которого в обществе прочно связали с новым символом коррупции. Как это может уживаться? И вот этому всему противостоит сегодня из политиков один только политик – Алмазбек Атамбаев. Многие сегодня, кто по незнанию, кто из-за старых обид, возможно, подключились к шельмованию Атамбаева. Это тоже время все расставить по своим местам. Кто-то специально подыгрывает, то есть такие, как, может быть, Роза Саковна, Каптагаев, Душебаев, Тикибаев из-за личных обид. Но рано или поздно они тоже будут, я думаю, отвечать за то, что были пособниками от того, что установление какого-то нового режима. Я думаю, придется им, наверное, задуматься над этим, чем они сейчас занимаются. Второе, на что мы хотели обратить внимание, это то, о чем мы говорили, что сам документ, он не поступал к нам, поэтому Атамбаев и не давал ответа. И сегодня, например, когда вы зададите вопрос, вот, что конкретно по этим вот оружию выданному, что по этим участкам, по чем, мы не видели документа. И мы не знаем, на что отвечать экс-президенту. Но экс-президент готов, его представители готовы в любой момент, как только появится официальный документ, ответить, дать комментарий по всем пунктам. Но факт, что нет сегодня документа. Только слова. Опять же, как вот в случае с аварией по ТЭЦ, модернизацией ТЭЦ, слова, откуда-то выплыли, кто-то нарисовал какие-то 111 миллионов долларов ущерба, никто это доказать не может. Говорят, коррупция, а где коррупция там? Кто давал взятку, кто принимал взятку, где выгодополучатель? Нет ответа, опять просто слова. И сегодня, видите, по работе той же комиссии. Комиссия сегодня работу свою провалила. Хотя потому, что если по решению Конституционной палаты процедура лишения статуса экс-президента должна быть не менее сложной, чем процедура отрешения действующего президента от должности, значит, они должны были хотя бы пойти по аналогии со статьей 136 регламента
И по этой аналогии они должны были заслушать представителя экс-президента сегодня. Вчера, сегодня на комиссии. Никто же не приглашал. Вот так скрытно, тихо, трусливо. Боятся, значит, боятся аргументов, которые представит представитель экс-президента. Боятся. Но как только будет документ, я думаю, экс-президент назначит своего официального представителя, полномочий представителя, как положено по закону, и дадут ответы. И еще одно вот хотелось отметить, что, к сожалению, Сооронбай Шарипович вот по этой ситуации политической, складывающейся в Кыргызстане, пошел по самому плохому для страны сценарию, по самому плохому и для себя тоже. По самому плохому для себя тоже сценарию. Потому что хочет Сооронбай Шарипович, что не хочет, но любое противостояние с Атамбаевым, оно порождает противостояние между различными группами в обществе. И сегодня уже вот было интервью Ханбека Осмоналиева, экс-депутата. Вот Тугуналы Абдраимов говорил о том, что это противостояние раскалывает народ. И надо искать пути не вот в этом. Ладно, была бы реальная борьба с коррупцией, но нет же реальной борьбы с коррупцией. Надо бы искать пути решения просто не противостояния, а поиски решения вот именно такого конструктивного решения. А сегодняшнее беззаконие, которое уже налицо, творимое беззаконие, оно приведет все-таки, может привести, если вот сейчас власти не остановятся, может привести к жесткому политическому кризису. И как все-таки выходом оттуда, наверное, будет уже, возможно, это реальный, как сейчас Кундуз Джолдубаев сказала, смена элит, смены политических элит. Никто из сегодняшних этих вот интриганов, которые сегодня заваривают эту кашу, выигрышей не будут. Потому что то, что если вот сейчас в данном случае все эту игру ведет президентский аппарат, если они не остановятся над этим своим вот, деструктивной деятельности, то это будет жесткий политический кризис. Спасибо. Спасибо. Вопросы дальше? Будете ли говорить о акции протеста в связи с этим? Я читала резолюцию, но, может быть, что-то изменилось. И второй вопрос, насколько мне известно, раньше приглашали на заседание комиссии. Может быть, они это делали неофициально. И если поступит такое приглашение, ну да, сегодня де-факто, да, эта Еврокомиссия закончила свою работу, но если, допустим, его пригласят в парламент, захотят выслушать, он придет? Отвечу сразу на вопрос, потому что микрофон здесь у меня, да? Во-первых, акции протеста не будет, если не будет беззакония. Если беззаконие будет твориться, тогда власть должна смотреть на свои действия. Она сама вызовет реакцию общества. Второе. Приглашения не было. И во-вторых, в законе прописано полномочный представитель президента, соответственно, если по аналогии брать, полномочный представитель экс-президента. Должно быть официальное приглашение. Как можно обвинять человека и решать его судьбу экс-президента, человека, который руководил страной, да, руководил страной, был главой государства, как можно решать, не заслушать его аргументов? Как это приглашали? Ну, я слышал, что мне сказали, что якобы сказали, что двери открыты, пожалуйста, пусть приходят. Но так не бывает. Если они приглашают каких-то общественных деятелей, то неужели нельзя было пригласить полномочного представителя экс-президента? Пожалуйста. Хорошо, если пригласят на заседание парламента, в любом случае решение этой комиссии... Решение будет принимать экс-президент. Вот если идет официальное приглашение, экс-президент его рассмотрит. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Да, вот у меня вопрос по поводу официального приглашения. Официальное приглашение должно быть в каком-то бланке, в каком виде? Что такое официальное приглашение? Еще один вопрос. В стране ли Алмаз Шишевич или нет? Сразу на второй вопрос отвечу, он в стране, он в работе, никуда он не собирается уезжать, потому что такие вопросы и специально слухи пускают в социальных сетях, что вот фотографии какие-то, что вот
какой-то цель, идет там захвата, там, да, спецназ, или там какие-то случаи, что Алмазбек Атамбаев там намерен выехать из страны, или даже идут попытки, чтобы он выехал из страны. И все эти 1,5 года идут попытки, чтобы вынудить Алмазбека Шайшеновича уехать из Кыргызстана и навсегда за собой, да, чтобы осталось за ним, что вот он сбежал, беглый президент. Нет, такого не будет. Он из Кыргызстана никуда не уедет и в ближайшее время никуда не собирается, никакие поездки не запланированы. И сейчас тоже он на рабочем месте. Вот первый вопрос. Второй вопрос, первый вопрос, наверное, Регатич ответит, да, официально, в каком виде должно быть приглашение. Да. Знаете, вот есть закон о государственном протоколе. Значит, в соответствии с этим законом экс-президент относится к высшим должностным лицам Кыргызской республики. То есть он по рангу 5-е лицо в государстве. Значит, поэтому в официальных мероприятиях страны, поэтому официально приглашают, поэтому, значит, должен поступить в таком случае от соответствующего должностного лица, соответствующего ранга, то есть от спикера соответствующее приглашение. Вот тогда, как вы знаете, что там написано в самом приглашении, какие вопросы, на что нужно будет, как говорится, отвечать, к чему готовиться, там, и в самом представлении депутатов, в чем конкретно его обвиняют, оно должно быть письменно оформлено и передано экс-президенту. И экс-президент в соответствии с законом он определит дальнейшие свои действия. Спасибо. Если этот вопрос будет завтра уже вынесен на палату, вопрос решения комиссии по сегодня. Ну да. Если они завтра уже скажут, какие тогда действия, это же тогда получается очень скоро. Все как бы ускоряется весь процесс, и завтра сегодня комитет, завтра покажет. Он в таком случае делает. Он может без приглашения. Да, сам прийти, ответить на вопросы. Ну, знаете, вот я сейчас хочу вам зачитать, раз они взяли аналогию, да, статьи 136 регламента Дёрку Кенеша, где написано от решения президента от должности. Если они по такой аналогии идут, тогда здесь вот 4-й пункт, я прочитаю последний абзац. В обсуждении вопроса принимают участие уполномоченные депутаты из числа инициаторов данного представления, председатель специальной комиссии, представители фракции, а также приглашенные фракциями эксперты и другие лица, оценки и показания которых могут иметь существенное значение. Полномочному представителю президента слово предоставляется вне очереди. Я прочитала это статью 136 от решения президента от должности. Если мы идем по аналогии, значит, они должны были пригласить представителя экс-президента на участие в заседании комиссии. И, соответственно, они должны его пригласить для участия, когда будет этот вопрос рассматриваться в палате. Да, все в письменном виде. Потому что, видите, ведь они представителей силовых структур каким-то образом же пригласили. Сегодня Генеральная прокуратура представитель сидит, ГКНБ сидит, финансовая полиция сидит. То есть здесь не должны доминировать вот эти заинтересованные лица, которые имеют конфликт интересов, там, создавать вокруг себя вот этих нужных людей, ранее осужденных людей. Поэтому закон, значит, гарантирует защиту президента, экс-президента, чтобы его представитель выступал вне очереди, сколько он хочет выступать. Поэтому было какое-то равновесие в рассмотрении этого вопроса в заседании самой комиссии, в заседании парламента. В общем, подытоживая, да, если коротко сказать, значит, вот все, что творится сегодня в Джугор-Кенеше, вот все, что вот в этой комиссии, на этой комиссии, это все фикция, это все шоу. И это
Если, например, вот как, Наташа, вы сказали, завтра пойдут в таком ускоренном темпе, и уже завтра придется на палату выносить и рассматривать, и если не придет официального вот такого приглашения в адрес экс-президента, значит, это послужит доказательством дополнительным того, что это политический заказ. Что они просто, у них просто стоит задача перед ними лишить экс-президента статуса, и они этот заказ успешно просто выполнят. Любым путем. Да, даже не давая последнее слово, да, как говорится, экс-президенту. Поэтому будем считать тогда это политический заказ. Но это и есть политический заказ. Ну, то есть, если они завтра все процедуры не будут соблюдать, срок, да. то значит это будет просто подтверждением. Можно И я такой отмечу, жирной этой. Извините, я хочу отметить, все-таки мы представители парламента, в первую очередь. Лично меня тревожит и беспокоит, что парламент сегодня стал орудием мести для президента, для реваншистов. Вообще я чувствую, что там вы видите, что тот же Талант Мамытов из бывшей команды, значит, Акджола, Таджурта и так далее, да? Если вы помните, в 5-м созыве, когда шли следствия, и Генеральная прокуратура следствие вела по тому же Ташиеву, Мамытову, которые там через забор хотели саботировать работу президента, работу парламента. Когда там на Кильдибекова, Тюлеева открывались уголовные дела. Вспомните, депутаты там требовали, чтобы Генеральная прокуратура по каждому поводу отчитывалась. За что было, как идет следствие, почему привлекают. Я помню, Желдошева, это там, Нарматова, Надира выступали и сказали: президента сюда, в парламент. Пусть отчитается, за что Ташиева там вот арестовываете, почему вот, какое следствие ведет, что там нашли. То есть вот такие требования в парламенте были. Сегодня парламент орудие мести. И для тех реваншистов, я уверена, что в первую очередь потирают руки это бывшие бакиевские приспешники, которых прогнали в авангарде тогда с СДПК, с Атамбаевым, народ. За те коррупционные схемы, которые сегодня опять возрождаются, которые очень многие проникли, опять проникают и в работу аппарата президента. Бывшие чиновники. И посмотрите, пошел тот же рисунок, та же траектория движения. Задушить, задавить, ускорить процесс, убрать оппозицию. Хорошо, допустим, я также в парламент обратилась, Атамбаева посадят. Что изменится в стране? Вы посмотрите, ни реформы не запущены. Что сегодня в экономическом плане творится? Последнее заявление на ШОС президента Джинбекова о том, что давайте помогите-ка нам, предложение вступило, так как незаконные деньги сегодня по контрабанде и по наркотическим средствам Кыргызстан сегодня лидирует. По отмыванию денег Кыргызстан лидирует. И президент уже призывает: давайте все вместе поможем нам здесь справиться вот с этим незаконным. Вы слушайте, но это уже расписывается в том, что мы не в состоянии сами. Коррупция проникла, и сегодня именно коррупционные вот эти вот схемы, представители различных группировок, там уже разбираются в кабинетах, морды друг другу, извините, бьют представители различных группировок. Поэтому я считаю, что это уже показывает безысходность. Невозможно. Зачем содержать еще целый год парламент, который уже незаконодательно не может быть противовесом президентской власти. Вот. И я считаю, что и сейчас я заявляю, что такой парламент народ больше не должен содержать. Парламент перестал работать на народ и на защиту законов и интересов народа. Сегодня выполняются только заказы, и он является орудием мщения. И эта комиссия последняя специальная, она уже показала в открытую, уже больше дальше некуда. И по митингам, акциям протеста. Алмазбек Атамбаев сразу, как только передал власть, он постоянно во всех интервью везде заявлял: я против митингов, я против. Мы уже видели, мы участвовали, мы знаем, что к чему это может привести. Против. Давайте найдем поле для политических, не знаю, баталий. Найдем, нет, начали садить, сажать, как суды идут. Вы видите, вы многие бываете журналисты. Что творится в судах? Не докажешь правду. Поэтому только вот прут на заказ и все. Выполняют заказ молча. И все. Поэтому, вы знаете, сегодня власть сама провоцирует народ к каким-то акциям протеста. Не мы провоцируем, не Атамбаев.
Власть сегодня провоцирует, потому что невозможно дальше. Вот посмотрите, сегодня вот одна из, может быть, кто-то знает в социальных сетях и так далее, сестра одного из прокуроров, который обвиняется в убийстве прокурора Баткенской области, она кричит всему обществу: помогите, идет произвол. Она обращается к журналистам: осветите, пожалуйста, что происходит. Там постоянно бьют, драки происходят, милиция стоит, молчит. Прокуратура сидит, молчит, судья сидит, молчит. Там избивают, женщин об стенку бьют. Что происходит? Это не только одного Атамбаева касается. Это начало репрессий. Посадят Атамбаева, потом дальше пойдут за каждым из нас, потом за вами придут. Азыркы жол кеңешінің депутаттары жөнінде айтқым келеді да. Конституция бойынша биліктің бұлағы Қырғызстанның елі. Конституцияда айтылған, мемлекеттік биліктің бұлағы бұл Қырғызстанның елі. Мына азыркы чакырылыштын депутаттары мындан 4 жыл мурда элди кыдырып, шайлоочулардын алдында эмнелерди гана айтыштылар. Уадаларды бериштилер. Биз силерге кызмат кылабыз, ушундай иштерди аткарабыз деп. Ошол иштер аткарылдыбы? Ошол жоопкерчиликти сезиш керек. Тескерисинче, бул депутаттар биз элитабыз деп чыгышты. Баягы эл, шайлаган эл калып кетти. Элдин үстүнөн өздөрүн жогору коюп, биз силердин элитаңар болуп кетебиз. Биз силер менен тең эмеспиз. Биз силерден жогору турабыз деген деңгээлге жетип калышты. Ошондуктан баягы кээ бир сындарды депутаттар көтөрө билиш керек. Ал сын ошолордун туура иштегенге, мыйзамды сактаганга, эл үчүн кызмат кылганга түрткү болот. Экс-президент чимкириктеп айтты деп ызаланып, чимкириктеп айткан үчүн биз ага көрсөтөбүз деп атышат. Бул не деген? Бир катардагы жаранга, бийликтен кеткен адамга биз көрсөтөбүз деп сүйлөп атышат. Мы покажем свою силу дейт. Бир бүтүндөй бир мыйзам чыгаруу бийлиги бир жаранга каршы ушундай атака коюп аткан бул кайсы мамлекетте бар? Тескерисинче, кайсы бир депутаттын же болсо өкмөттүн мүчөсүнүн жөнүндө бир шек пайда болуп, ал дароо отставкага кетет, дароо кызматтан кетет. Мына өкмөттү депутаттар айтпадыбы? Түкүрүк өкмөттү. Эмне? Ошол депутаттарды жоопкерчиликке тарттыбы? Неге бизди түкүрүк деп айтасың деп өкмөттөн келип алышып. Өкмөт сынды көтөрүп, буроде иштеп атат, аракет кылып. Ошондуктан мен айткым келет. Сынды көтөрө билиш керек. Дагы бир жылдан кийин шайлоочулардын алдына барат ушул депутаттар, ушул эле депутаттар. Мен дагы шайланып, дагы келишим керек парламентке деп. Дагы элита болушум керек деп. Ошондуктан моундай оюндарды токтоткула дегим келет да кээ бир депутаттарга. Рахмат. Есть еще, коллеги, вопросы? Комиссия была заявлена о том, что якобы Атамбаев создал ОПГ, да, и так далее, то есть из числа приближенных к нему людей из власти. Как вы считаете, должен быть парламент, должно быть правительство, бывшие и нынешние, разделить ответственность над Атамбаевым за те деяния, которых якобы он обвиняет? Ну, конечно, парламент и тоже должен свою причастность к этому признать, потому что ведь, как я уже выше сказала, что при президенте Атамбаеве ведь парламент принимал законы, правильно? И они молчали, то есть молчаливого согласия принималось же. А теперь они кричат, что нас заставляли, нам выкручивали руки. Но сейчас кто кому выкручивает руки? Ведь мы же голосуем против. Мы же свою позицию озвучиваем. У них тоже шанс такой же есть. Поэтому я думаю, что они тоже должны. И они тоже должны отвечать вместе. Не только один Алмазбек Шаршенович должен отвечать. И парламент должен отвечать.
И исполнительная власть должна отвечать. Я же сказала, что сегодня в парламенте сидят депутаты, которые при президенте Атамбаеве занимали большие должности. То есть это были и мэр городов, да, это были и губернаторы областей, это были, да, и спикеры парламента, это были и министры юстиции, министры, члены парламента, да. Поэтому они тоже должны разделить эту ответственность. А только, знаете, вешать все на одного человека, это неправильно. Его обвиняют сегодня в узурпации власти. Что такое узурпация? Узурпация – это насильственный захват и удержание власти. А разве он один сам насильственно власть захватил? Или насильственно сам один удерживал эту власть? Ведь они же помогали. Я уже сказала, что сегодняшний парламент, он сегодня помогает нынешнему президенту узурпировать власть. Фарид Абдимович, наверное, дополнит, да? Можно здесь вопрос узурпация власти, но если брать пример узурпации власти, то он вполне понятен. Это вот пример Временного правительства. То есть, когда Временное правительство взяло на себя ответственность за все, что происходит в стране, и принимало решения все, и законодательные в виде декретов, и постановления, и исполнительные в виде постановлений и распоряжений. То есть объединил в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную ветви власти. То есть все три ветви власти были объединены в одном органе, Временном правительстве. И тогда, помню, как раз член Временного правительства, зам Текебаев, он признавал, да, мы узурпаторы, он сказал. Он сказал, что, да, что они узурпаторы. Потому что все решения принимались ими, Временным правительством принимались. А в данном случае речь об узурпации вообще не может идти. Потому что были госорганы, которые принимали решения. И взять того же, вот тот же парламент, ну неужели, скажем, был Асылбек Шарипович Жээнбеков, он что, бегал и выполнял все то, что ему приказывали в аппарат президента? Не было такого. Парламент тогда на самом деле решал многие вопросы. Правительство, что премьер-министр, что Бабанов, что ли, бегал, выполнял? Да не было такого. Так что в данном случае речь не может идти об этом. Тем более такой статьи в Уголовном кодексе и нет. Вопрос в другом, что еще вот я хотел тоже пометить, что несмотря на то, что и официальных документов еще нет по этим обвинениям, которые выдвинуты в адрес экс-президента, но все, и вот вчера Кундуз Асылбековна уже комментировала ряду средств массовой информации, что все это бред. Ни одного конкретного обвинения, в котором можно было вот реально усмотреть признаки преступления, там нет. Другое дело, что официальные ответы, комментарии будет экс-президент давать, и его представитель давать тогда, когда появится официальный документ. Но все, что вчера перечислено было, 9 пунктов, все это бред. Такое отношение экс-президента. Я это знаю, потому что я с ним разговаривал на эту тему. Буквально и сегодня, тоже вчера и сегодня. Вот. И еще одну вещь хотел сказать. Вот по Конституции депутат не несет ответственности за свои выступления и за голосование. Но вот за привлечение к уголовной ответственности конкретного лица, работа какой-то, тем более специальной комиссии, это уже, как мне объяснили юристы, это не подпадает под конституционную защиту. Поэтому вот члены комиссии, спецкомиссии, которые сегодня работают, они тоже должны понимать, что вот эта их работа, она будет потом предметом, в будущем, будет предметом для того, чтобы уже сторона Атамбаева подавала на них за, ну, пока как-то за ложное сообщение или как-то за незаконное привлечение к уголовной ответственности. То есть это есть две статьи там, по Уголовному кодексу в этой связи работают. А то, что работа комиссии, вот вы говорите, вот вы поднимали вопрос насчет приглашения, то, что без участия полномочий представителя экс-президента проходила работа комиссии, это тоже будет основанием для полномочий представителя экс-президента в будущем подать иск в Конституционную палату о признании нелегитимным действий и решений этой
специальной комиссии. Это будет основанием. Учитывая, что они рассматривали вопрос об экс-президенте, они должны приглашать его полномочия представителей. В законе о статье 136 регламента там прописано, там понятно, что полномочия представителя он обязан быть на заседании Георгия, а по отношению к экс-президенту они должны были присмотреть однозначно. Это будет основанием для признания этих решений комиссии нелегитимными. Спасибо. Еще есть вопросы? Вопросов нет? Если вопросов нет, то тогда спасибо. Ну, в любом случае, да, мы будем противостоять противозаконию. Атамбаев рядом нет, СДПК есть, партия есть с Атамбаевым, народ нас поддерживает, потому что сегодня действительно очень многие убедились, какие идут нарушения законов, и это в первую очередь идет от парламента, под влиянием аппарата президента и президента самого. Вот. То, что сегодня от Джейнбековой хотят увести внимание, это тоже явно уже видно. При этом поступает информация, что на выведенные деньги в одном из городов, мы сейчас уточняем, уже строятся дома на эти выведенные деньги. Компания «Ихлос», только под другим названием. Тоже это будем выяснять. То есть мы сегодня готовы к противостоянию, мы готовы сегодня к борьбе, и молчать мы не будем.